Здравствуйте, в эфире новости Осетии. Расскажем о главных событиях к этому часу. В студии Вячеслав Музаев, и вот основные темы выпуска. Строительство курорта Мамисон обсудили Борис Джанаев и замминистра экономического развития страны Сергей Назаров. Стоимость проекта почти 20 миллиардов рублей. Наконец-то я могу спокойно работать и не сидеть дома. Узнать всю информацию о федеральных проектах просто, позвонив по телефону горячей линии. Теперь это возможно благодаря новым центрам коммуникаций, которые открыли сразу в нескольких районах республики. Для них это очень важно, потому что, будучи уже на производстве, они уже приходят с опытом. Чем лучше условия, тем больше знаний и навыков получают студенты. В этом уверены преподаватели Североосетинского торгово-экономического колледжа. В образовании они применяют самые современные методы. «60 многоквартирных домов в этом году приведут в порядок по республиканской программе капитального ремонта общего имущества. Среди них и объекты культурного наследия. Об этом журналистам сообщили на заседании Совета парламента. Как отметил профильный министр Майран Тамаев, за 16 лет отремонтировали почти 1000 объектов. Из более чем 2500 многоквартирных домов в очереди. Это свыше 2,5 миллионов квадратных метров. Программа долгосрочная и будет действовать до 2038 года. На темп реализации в первую очередь влияет собираемость платежей. Традиционный лидер среди районов – Моздокский с показателем 95%. Суммарный долг за капремонт в республике больше 1,5 миллиардов рублей. Спикер поручил продумать механизмы эффективного информирования жителей, почему важно оплачивать счета. Обсудили еще один актуальный для развития республики вопрос – реализацию госпрограммы по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков. Эффективность реализации госпрограммы в 2021 году была равна 88,7%. То есть реализация госпрограммы имела средний уровень эффективности. А в 2022 году 94,5%. То есть реализация госпрограммы была эффективной. Строительство туристического комплекса «Мамисон» обсудили замминистра экономического развития России Сергей Назаров и председатель правительства Северной Осетии Борис Джанаев в режиме видеоконференции. Тоннель на дороге к объекту уже реконструировали. Готовы и водозаборные сооружения. Скоро начнут строить опоры для первой очереди канаток, открытую парковку, многофункциональный центр, гараж ратраков и систему искусственного снижения. Сейчас проектируют хостел на 600 мест, общежитие на 400 и парковки на 700. Общая стоимость проекта более 19 миллиардов рублей. Всего планируют создать свыше 3000 рабочих мест. Мамисон – один из самых известных и крупных инвестиционных проектов в республике. Борис Джанаев провел совещание по реализации проектов с привлечением средств инфраструктурных, бюджетных и специальных казначейских кредитов. Премьер-министр отметил, это одна из важнейших мер по развитию регионов. В Северной Осетии с их помощью развивают туристическую инфраструктуру комплекса «Аквасити», многофункциональный рекреационный комплекс «Кахтисар». Кроме того, предусмотрена инженерно-коммунальная инфраструктура, автомобильные дороги во Владикавказе, а также строительство детского сада на 120 мест. В марте в рамках специального казначейского кредита Северная Осетия получит 31 автобус марки «СИМАЗ». 480 тысяч. В 2022 плановый период 2025 годы республика по договоренностям главы субъекта Сергея Ивановича Меняйло получила инфраструктурные бюджетные кредиты на сумму 1,4 миллиарда рублей. Для создания 5 проектов, которые были заявлены. Это строительство инфраструктуры для жилой застройки, коммуникации. Одним
словом, для создания комфортных условий для ведения бизнеса. Дальше. 2023 плановый период, 2024 годы мы получили 2,5 миллиарда средств на реализацию завершения строительства стадиона «Спартака», ну и также строительство водоснабжения города Дигара. Смертность в республике снизилась на 13% и достигла исторического минимума за 30 лет. Об этом говорили на заседании коллегии по итогам реализации нацпроектов «Здравоохранение и демография». Детально рассмотрели достижения 67 целевых показателей за прошлый год. Онкологию на ранних стадиях стали выявлять чаще. За 12 месяцев смертность от болезней органов дыхания снизилась на 41%, от инсульта почти на 7%. На заседании также обсудили информатизацию и подготовку кадров. Сейчас уже создан план на текущий год. Определены все основные организационные мероприятия, доведены до руководителей лечебных учреждений. В текущем году ежеквартально мы будем проводить коллегии по основным вопросам. Это и кадровое обеспечение, это и медицинская помощь детскому населению, подведение итогов реабилитационных мероприятий и многие другие. Больше 100 новых рабочих мест появилось в Северной Осетии благодаря центрам коммуникации. Их открыли сразу в нескольких районах. Специалисты прошли бесплатное обучение в онлайн-академии. Теперь в их обязанности входит консультировать граждан. А вот какие вопросы можно будет задать, подробнее расскажет моя коллега Алена Агаева. После учебы я долго искала работу, мониторила сайты, и вдруг нашла объявление. Свободные вакансии были в Центре коммуникации Ардона. Людмила Калагова, не раздумывая, откликнулась. Прошла короткое обучение, и теперь она часть большой и дружной команды. Я довольна этой работой, потому что это и опыт, и наконец-то я могу спокойно работать и не сидеть дома. Центры коммуникации одновременно открыли в 7 районах республики – в Алагире, Ардоне, Беслане, Дигаре, Чекале и Ильхотово. Плюсов много, считают специалисты. Кроме 150 новых рабочих мест, это еще и повышение уровня жизни, снижение миграции из сел в города. Еще 2 таких центра в Северной Осетии только планируют открыть. Работа заключается в том, что специалисты здесь, службы поддержки, они оказывают консультационные услуги по различным федеральным проектам. Там консультируют людей, звонящих на горячие линии федеральных компаний. Им подсказывает все это компьютер, у них современная информационная система. По-настоящему уникальная возможность. Здесь все заточено под профессиональный рост. Сотрудники будут проходить интересные практики. Каждый день узнавать новую и полезную информацию. Работа несложная, освоить ее могут даже выпускники школ. Вы сами видите, здесь сидят молодые девочки, и у них есть возможность, не надо им выезжать в город Владикавказ, искать где-то там работу. А есть возможность, не выезжая никуда, в рамках, в пределах города Ардон, работать, получать достойную заработную плату. Центры открыли благодаря социальному проекту «Село возможностей», который компания «Воксис» реализует по программе развития сельской молодежи «Кадры для села». Сегодня глава республики Сергей Меняйло и директор по взаимодействию с органами госвласти компании Андрей Семенов провели рабочую встречу и обсудили полезные для республики проекты. Алена Агаева, Георгий Гагиев. Новости Осетии. Когда шанс превращается в реальную перспективу, предприниматель из Ардона заключил соцконтракт и разбил фруктовый сад. Теперь выращивает разные сорта яблок и в этом году ожидает больше 2 тонн урожая. Дело развивается, а Заур Тохсаров пробует реализовать новые проекты. Какие, узнавала моя коллега Лидия Цахилова. Это у нас сорт Golden. Одно такое дерево может дать в среднем около 15 килограмм. И что хочется еще сказать, яблоки у этого дерева бывают весьма крупные, моментами не помещаются в ладонь. На 6 сотках почти 200 деревьев. Всего 2 сорта – Golden и Red Delicious. Их разделяют специальные зеленые метки. Оба сорта неприхотливые и дают неплохой урожай. В этом году ожидают около 2 тонн. Сейчас яблони, как говорят садоводы, выходят из зимней спячки. В ближайшее время их будут готовить к весне, обрезать ветки. Разбить сад Зауру Тохсарову удалось благодаря соцконтракту. Он получил его в 2021 году на 250 тысяч рублей. Купил саженцы и оборудование. В первую очередь это технологии. Это у нас капельное орошение, система
вот шпалерная система. Также мы приобрели саженцы и после уже начали закладывать. Яблоки «Заур» реализуют в основном на местном рынке. Спрос на них есть. В планах расширяться, но для этого нужны деньги и еще несколько гектаров земли. За помощью предприниматель обратился в Министерство сельского хозяйства. Очень интересная программа. Как я сказал, агростартап. Около 5 миллионов. Эти 5 миллионов нам бы хватило посадить около 5-3 гектаров. Продукт номер 1. Добрый день. Ну что будете заказывать? Вы сами заберете или доставка? 1,5 года назад «Заур» реализовал еще один проект. В центре города открыл точку быстрого питания. В меню хот-доги, тауки, картофель фри, напитки. В штате 4 человека. Повара, студенты Ордонского аграрно-технологического колледжа. Приятного аппетита. Приходите еще. Все оборудование у нас импортное, все качественное. Конвекторная печь, фритюрница, грильница, плита жарочная, холодильники, столы. Продукты мы закупаем в местной точке, оптовой точке. Там всегда все свежее, качественное. Идея зародилась после реализации первого урожая с нашего сада. Плюс большую поддержку оказал предприниматель Марат Баскаев. Но и на этом предприниматель не останавливается. Сейчас он работает над новым проектом. И, как сам утверждает, такого в городе еще не было. Проект подразумевает уютное место, где можно покушать вкусный фастфуд. Также можно отметить свой день рождения подросткам в Центральном парке Эрдона, что немаловажно. У нас нету столько мест, где можно исправить именно молодому подростку, молодому парню свой день рождения вкусно и недорого. «Заур Тохсаров» – яркий пример того, как социальный контракт помогает начать, а затем и развивать собственное дело. За 3 года мерой поддержки воспользовались почти 3700 человек. Процедуру постоянно стараются упростить. Сейчас подать заявление можно на госуслугах. Лидия Цахилова, Алан Суанов, Новости Осетии. Трансформацию международных связей России и роль Северной Осетии в этих процессах обсудили в СОГУ на научно-практической конференции. Организаторы – факультет международных отношений и представительство МИД России во Владикавказе. Мероприятие приурочили ко Дню российской науки и Дню дипломатического работника. В конференции участвовали представители органов власти, общественных и образовательных организаций и эксперты из Армении и Ирана. Они заслушали и обсудили доклады о развитии отношений нашей страны с зарубежными партнерами, сотрудничестве в рамках БРИКС и перспективах международных связей с Северной Осетией. Что касается Российской Федерации, то у нас происходит, как я уже говорил, процесс трансформации международных связей. Мы немножечко поворачиваемся, смотрим в сторону Востока, ищем новых партнеров, конструктивно настроенных к нам наших друзей, таких как Китай, Иран, страны СНГ. Девятиклассники страны сегодня прошли итоговое собеседование для допуска к основному государственному экзамену. В Северной Осетии его будут сдавать больше 9000 школьников, в том числе 221 ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Всего 4 задания: прочитать вслух отрывок текста, устно его пересказать, составить монолог по одной из предложенных тем и пообщаться с экзаменатором. Набрать нужно минимум 10 баллов. Собеседование длится 15 минут. На всех этапах детям помогают учителя. Если сдать все же не получилось, в определенную дату можно будет попробовать еще раз. Я хочу сразу успокоить родителей, успокоить ребят, что ничего сложного в этом собеседовании нет. Вот люди искусственно сами себя накручивают. Идет на протяжении года, идет подготовка определенная к этому собеседованию. То есть ребенок должен показать тот минимум знаний и умений, я не оговорилась, именно минимум знаний и умений, которые он получил в области русского языка и литературы. На самом деле задания несложные. Рабочие и инженерные профессии дают путевку в жизнь сотням студентов, которые мечтают построить карьеру. А азам их учат квалифицированные педагоги торгово-экономического колледжа. Помимо актуальных дисциплин появляются еще и оборудованные мастерские. С ними ребятам намного проще изучать и теорию, и практику. Зоя Тараева продолжит тему. Для начала мы раскатываем тесто. Тесто должно быть толщиной 2-3 мм.
Вареники будут сочными и ароматными, только если правильно замесить тесто. Идеально подходит заварное. Оно легко раскатывается, а после варки становится мягким и нежным. На лабораторной работе второкурсники учатся правильно готовить супы и горячие блюда из муки. Важно все – от формы нарезки до времени приготовления. Больше всего запомнился борщ. Вроде бы простое блюдо, готовим час, но не так уж просто, как казалось. Наш мастер нас научил это делать правильно, как нужно. Кулинарную лабораторию в торгово-экономическом колледже открыли 2 года назад. Ее оснастили всем необходимым оборудованием. Теперь под руководством опытных наставников студенты каждый день узнают что-то новое и набираются опыта. У нас есть тепловое оборудование, холодильное оборудование, различное механическое оборудование. То есть все необходимое оборудование для работы студентов. Для них это очень важно, потому что, будучи уже на производстве, они уже приходят с опытом и уже, конечно, они овладевают всеми навыками для работы с новейшим оборудованием. Бывшее профессиональное училище Беслана с 2021 года стало 3-м корпусом Северо-Остинского государственного торгово-экономического колледжа. Здесь учатся больше 150 человек. Повара-кондитеры получат диплом за неполные 4 года. А строительный факультет можно окончить всего за год и 10 месяцев. Для рабочих специальностей тоже планируют открыть лабораторию. Практика помогает тем, что теорию, которую мы проходим, мы ее больше понимаем, что да как нужно делать. Мы с нетерпением ждем, пока откроют лабораторию. На учебу в Беслан приезжают ребята из Правобережного и Кировского районов и даже из Кабардино-Балкарии. Для жителей нашего района и не только нашего района это, я считаю, что очень удобно, потому что легче прийти в Беслан, чем поехать во Владикавказ. И самое главное, могут туда не ехать, а здесь с теми же преподавателями работать. Здесь уверены, профессионализм будущих специалистов напрямую зависит от условий и качества обучения. Поэтому в торгово-экономическом колледже его стараются постоянно повышать. Зоя Тараева, Артур Дудаев. Новости Осетии. Муниципальный этап конкурса «Профмастерства. Педагог года Северной Осетии» открыли в 3-й школе Алагира. В номинациях «Учитель года», «Педагогический дебют» и «Лучший классный руководитель» участвуют 19 человек. Их ждут разные испытания, а за тем, как они справляются, можно следить онлайн. Еще одно нововведение – электронная система оценивания. Так можно максимально быстро получать обратную связь от профессионального жюри. Победители встретятся уже на региональном этапе. Отметим, формат, когда на одной площадке объединили несколько конкурсов, проводят впервые. Учредителем конкурса будет выступать правительство нашей республики. Конкурс будет проводиться на уровне правительства нашей республики. Организацией будет заниматься республиканский оргкомитет во главе с вице-премьером правительства нашей республики Альбиной Анатольевной Плаевой. Ну и самое главное, для чего мы это сделали, это, конечно, в первую очередь, чтобы максимально эффективно, результативно, самое главное, оперативно провести все конкурсные испытания, определить, показать системе образования всей республики победителей в каждой номинации, ну и начать их готовить к соответствующим всероссийским конкурсам профессионального мастерства. Жительница Владикавказа Валентина Каменева отметила 100-летний юбилей. Ветерана Великой Отечественной войны поздравили заместитель председателя правительства Альбина Плаева и министр труда и социального развития Алина Айдарова. От имени главы Сергея Миняйла и от себя лично вице-премьер поздравила Валентину Семеновну, пожелав ей крепкого здоровья. В день своего рождения Валентина Каменева получила письмо с поздравлением от Владимира Путина. Валентина Семеновна родилась в 1924 году в Орджоникидзе. С августа 1941-го работала санитаркой в эвакогоспитале номер 1620. С наступлением советских войск продвигалась через Черкесск на Кубань. Затем было Харьковское направление, переправы через Днепр и Днестр на Тирасполь. Валентина Семеновна награждена орденами Отечественной войны 2-й степени «Слава Осетии», медалями за оборону Кавказа, за победу над Германией, медалью Жукова «60 лет битвы за Владикавказ». Народный артист России Виктор Сухоруков провел пресс-конференцию с журналистами и блогерами республики. Он рассказал о том, как встретили его в Северной Осетии, как прошли творческие вечера в доме Вахтангова и поделился планами на будущее. Обсудили также развитие театра и кино в современном мире. Как отметил актер, именно на осетинской сцене он впервые попробовал новый для себя формат моноспектакля
исповеди. Еще и в день рождения великого режиссера Евгения Вахтангова. Актер остался в восторге и пообещал приезжать чаще. Окружили такой любовью, такой благодарностью. Они вывалились на меня с улыбками, с почтением, каким-то родством. И это без преувеличения. Я даже посмел, я не готовился к этому, но как-то набрался смелости. Екатерина, устроитель всего этого моего приезда, говорит: Виктор Иванович, народ ждет. И откланившись, как Плесецкая на пуантах, я еще вышел в фойе, и там большое время общался, фотографировался, и, конечно, я заново родился. Народ чистейший в плане реакции, благодарность какая-то честная, улыбка открытая. Это были все новости к данному часу. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.